Доброе утро, Республика! Начинаем еще один замечательный рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Сегодня, как всегда, у нас много всего позитивного. Зарядим вас энергетикой утра. Надеюсь, что вы проводите в прекрасной, дружной компании семьи. У нас самая семейная программа. Дадим полезные советы всем членам семьи, расскажем о том, какая сегодня погода за окном, сделаем зарядку, поговорим с удивительными гостями, кстати, которые пришли к нам не просто так. Сегодня... Да, сегодня отмечается День родного языка и письменности. Вот такой вот праздник сегодня в республике. И, конечно же, мы несколько сюжетов посвятим этой теме. Ну, а также мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться, используя QR-код, который вы видите на своих экранах. И там много интересного, интересные сюжеты. Ну, а также иногда мы дарим подарки нашим подписчикам. Ну, я думаю, что вы уже проснулись. Самое главное, что нужно узнать с утра, это какая погода за окном. Да, чтобы подобрать гардероб. Итак, в центральных районах сегодня минус 34, минус 19, в Заречной группе 42-27 градусов холода, в южных 32-17 ниже 0, в Вилюйской группе минус 25, минус 18, в Нижнеленских 32-25 ниже 0, в западных 27-14 градусов мороза, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 35, минус 16, в Янских 39-24 со знаком минус, на северо-западе 36-23 градуса холода. В столице в 6 часов утра температура составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем солнечно, без осадков. Температура в Якутске минус 27, минус 29 градусов. Ну что, пора гулять? Да, уже ощутимо теплее. Да, с утра нет тумана. В общем, сегодня такой уже, я думаю, уже таких сильных морозов не будет. Как поживает твой велосипед? Нормально, сейчас стоит, ждет меня на улице. Вот, так что если вы привыкли ориентироваться, как я, что вот кто приехал на студию, и вдруг не увидели машину, все не так плохо, он на месте, он никуда не потерялся, не уехал, а то вчера все были обеспокоены. Да, но если, да, я на велосипеде, значит, на улице тепло с утра. Тоже, кстати, одна из примет нашего эфира, так сходу, ты ж, ага, потеплело, потому что приезжаешь на машине, такой смотришь, Руслан на велосипеде, все, значит, днем можно ходить пешком. Ну, шутки шутками, а пора знакомиться с последними новостями. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В геологоразведку Алданского промышленного кластера направят 3 миллиарда рублей до конца 2027 года. Кластер, создаваемый в Южной Якутии, будет направлен на минерально-сырьевой потенциал. Он объединит проекты переработки, горнодобывающей, газовой промышленности и лесоперерабатывающей отрасли. Среди конкурентных преимуществ кластера эксперты отмечают качество сырья и близость к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Сам кластер распространяется на территорию не только Алданского, но и Нерюнгринского районов. В этих районах в перспективе будет наблюдаться системный рост промпроизводства. Более чем на 15 тонн золота, на 15 миллионов тонн железной руды и на 500 тысяч тонн апатитовой руды. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в стране. Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», рассчитанный до 2030 года, ставит амбициозную цель – сократить смертность от инфарктов и инсультов. На реализацию проекта в Якутии в этом году выделили более 48 миллионов рублей. Министерство здравоохранения утвердило целый комплекс мероприятий. Так, одной из ключевых мер станет профилактическая работа, направленная на рост числа пациентов, проживших год без повторных сердечно-сосудистых состояний. Особое внимание медики уделяют снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и острого инсульта. О ЗОЖ доступным языком. Врачи рассказали девушкам о репродуктивном здоровье, а юношей предупредили о негативных последствиях вредных привычек. С помощью очков виртуальной реальности школьники узнали больше и о правильном питании в интерактивной игре. Такие лекции еженедельно проводятся в рамках проекта «Здоровая среда». Медицинские работники пропагандируют здоровый образ жизни не только в библиотеке, но и непосредственно в школах. Профилактические мероприятия имеют положительный отклик. Молодежь с большой охотой правильно питается и занимается спортом. Вот ребенок мой с 1 класса пришел домой, я там ужин приготовила, нажарила окорочка, ребенок: мама, это же вредно.
Это же ты зачем такую еду готовишь? Вот нам доктор приходил и сказала, что это очень, значит, вредная пища. Я и мои друзья, мы всегда занимаемся спортом. Многие мои подруги, они ходят в спортзал, занимаются танцами, а друзья, они ходят на единоборство и занимаются баскетболом. Накануне в Верхневилюйском районе прошли мероприятия в честь 127-летия Сидора Барахова. В новом сквере Верхневилюйска, носящем имя выдающегося государственного и политического деятеля, провели митинг и церемонию возложения цветов к памятнику. Стоявшего у истоков развития в сферах экономики, культуры, науки в республике вспоминает и почитает весь якутский народ. Цветы и гирлянды возложили также и в его родном наследии Харбалах и в школе номер 1 имени Сидора Барахова. В городе Якутске состоялось торжественное возложение цветов гирлянд к памятнику Исидора Барахова. На родной земле Исидора Барахова в Верхневилюйском районе также проводится торжественное мероприятие. 15 февраля, в субботу, планируется торжественное открытие Центра культуры имени Исидора Никифоровича Барахова на Малой Родине в селе Харбалах. В историческом зале Национальной библиотеки республики открылась выставка старинных планов и карт Якутска. Экспозицию составляют редкие исторические и топографические изображения столицы, среди которых уникальный генплан города 1939 года. Выставка организована научно-исследовательским центром книжных памятников и общественной организацией Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников, истории и культуры. Увидеть, как менялся облик Якутска на протяжении столетий, можно до 28 февраля. Вход свободный. Здесь представлено очень много оригинальных, реальных карт, которые 19 век, начало 20 века. Это все ручная работа, это написано тушью, не на компьютере, не сканировано. Но есть и те карты, которые все знают, и есть карты, которых многие первый раз видят. Вот там, например, план города Якутска, генплан 1939 года, очень интересная карта. Поэтому приглашаем всех, кому это интересно, жителям города Якутска, туристам прийти, посмотреть, и все, что можем, мы расскажем. Но самое главное, чтобы сегодняшний день у вас прошел бодро, энергично, а ничто так не бодрит с утра, как утренняя зарядка. Не ленитесь, поднимайтесь с кровати вместе с нашим фитнес-тренером Александрой Хлебниковой. Заряжайте свое тело и мысли на новый день. Доброе утро! Мы уже по вам соскучились и подготовили сегодня для вас абсолютно новую тренировку. Начинаем! Поехали! Разогрев. Дышим, дышим, еще. Продолжаем. Хороший темп. Удерживаем его на протяжении всей тренировки. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Стоп. И наклон. 1, 2, 3. Меняем. 1, 2, 3. Меняем. 1, 2, 3. Меняем. 1, 2, 3. Хорошо. Толчок бедра. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Крайний. 3, 2, 1. Мельница. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. И снова 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. И снова 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Закончили, растем. Развернули носочки, уходим на полупальцы и приседаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Закончили. Собрали ножки. И переходим на коврик. Будем прорабатывать мышцы брюшного пресса. Через колено перекат. Уходим вниз, позвонок за позвонком. Отстраиваем бедро. Уводим руки за голову и на скручивание 20 раз. И 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прижали бедра к животу. 3, 2, 1. Далее вытянули левую ногу, увели вниз. Правую притягиваем к животику, плечевой пояс оторвали, протяжка. 3, 2, 1. Меняем ногу. 3, 2, 1. Хорошо, смена. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Согнули колени. Выросли. Наша тренировка вас взбодрила. Мы ждем вас в следующий раз. А сегодня мы желаем отличного и продуктивного дня. Да, всем отличного, продуктивного дня. Уверена, что если вы повторили хотя бы часть упражнений, он непременно будет таким. Но сегодня 13 февраля в республике ознаменован День родного языка и письменности. Этот день отмечается с 1996 года, в день рождения первого якутского ученого, лингвиста, этнографа, создателя некириллического якутского алфавита, автора первых учебников на якутском языке Семена Андреевича Новгородова. Он владел 20 иностранными языками, и при его активном содействии в 1922 году началось массовое преподавание якутского языка в школах. Ну а какие еще события связаны с сегодняшним днем, мы расскажем в рубрике «Даты и события». На календаре 13 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день радио, День родного языка и письменности в Якутии. По народному календарю Никита – пожарник. В народе Никиту называли хранителем от огня, молнии и слишком жаркого солнца. С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются, это оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Этот день в истории царь Иван Грозный венчался первым браком. Указом Петра I основан главный магистрат – бюрократическое учреждение России. Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. День рождения мирового кино братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. В Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин». Завершилась Будапештская наступательная операция советских войск. В этот день родились Иван Крылов, русский поэт, баснописец; Федор Шаляпин, русский оперный и камерный певец-бас; Евгений Вахтангов, русский театральный режиссер, актер и педагог; Игорь Шаферан, советский поэт-песенник; Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР. Именины отмечают Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита. Как мы говорили, сегодня в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Праздник приурочен ко дню рождения первого якутского лингвиста, ученого, выдающегося просветителя, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Андреевича Новгородова. В этом году отмечается его 125-летие. В программу празднования вошли торжественный вечер в Государственном театре оперы и балета имени Саруна Малона, диктант по алфавиту Семена Новгородова, презентации фильмов, интеллектуальные игры для школьников и многие другие мероприятия. Знать свой родной язык важно, а умение почитать и изучать помимо родного языка язык другого народа вызывает двойное уважение. Накануне наша коллега Екатерина Винокурова по видеосвязи беседовала с интересным человеком, полиглотом, знающим более 30 языков, Дмитрием Петровым. Он, кстати, в конце прошлого года приезжал в Якутск и заявил о своем интересе изучать и якутский язык. Давайте посмотрим интервью с ним. Дмитрий. Дороболорун.
Многие якутяне наслышаны о вашем проекте, в ходе которого вы должны были изучить якутский язык, а также по собственной методике обучить 15 русскоязычных якутян. Нам очень интересно, как продвигается этот процесс, каких успехов вы добились на сегодня. Действительно, на конец апреля намечено проведение курса в Якутске по изучению базового якутского языка, языка саха, по моей методике. В ходе этого курса 15 русскоязычных жителей Якутска, как русские, так и представители других национальностей, попробуют сделать первые шаги и заговорить на якутском языке. Обычно я отвожу себе на создание методики, нового для себя языка, на освоение его на базовом уровне примерно 2 месяца. И, собственно, сейчас я приступаю к активной фазе изучения якутского языка. Через 2 месяца, надеюсь, и методика, и я сам будем готовы к проведению такого курса. Так что, надеюсь, у нас все получится. Интересно, много ли желающих изучить якутский язык по вашей методике? И интересно, в чем она заключается? Моя методика заключается прежде всего в выявлении основных грамматических структур того языка, которым я занимаюсь, по которому создаю методику. Это то, что я называю матрицей языка. Это основные базовые алгоритмы, формулы языка. Плюс, разумеется, погружение в эмоциональную среду соответствующего языка. И, слава богу, на якутском языке создано огромное количество очень интересных произведений и в кинематографе, и прекрасные песни, которые я стараюсь слушать, фильмы стараюсь смотреть для того, чтобы погрузиться в атмосферу, в мелодику якутского языка. Дмитрий, что, по-вашему, дает изучение языков, в частности, родного? Изучение языка, любого языка, в том числе родного, открывает для человека колоссальные возможности. Во-первых, позволяет ему понять культурный код и родного языка, и других языков, которые он осваивает. Я носитель русского языка, но изучая другие языки, никогда не перестаю изучать в том числе и свой родной язык. И он постоянно продолжает удивлять, как продолжает удивлять любой язык, которым занимается человек. Какие советы вы могли бы дать как полиглот, как человек, который изучил около 30 языков? Какие советы нашим телезрителям? Пожалуй, из советов, которыми я мог бы поделиться со всеми, кто занимается языками, это очень важно сочетание доведения до автоматизма базовых грамматических алгоритмов плюс погружение в эмоциональную среду языка. Очень важный совет. Ни в коем случае не бойтесь совершать ошибки. Это совершенно нормальное явление в процессе изучения чего бы то ни было. И, разумеется, никогда не теряйте энтузиазм. Сегодня наша республика отмечает День родного языка и письменности. Что бы вы пожелали якутянам? Я от всего сердца поздравляю жителей республики с праздником, с Днем родного языка и письменности народа саха. Я считаю, что якутский язык – это достояние не только жителей республики, но и всей России, да, пожалуй, всего мира. И я надеюсь, что все люди, которые на нем говорят, его ценят и любят, а те, кто его еще не знают, обязательно постараются с ним познакомиться и полюбить его. Спасибо, Дмитрий. Хадери. Эгерде. Действительно, знать и уважать язык любого народа важно. Следующее видео, которое мы вам покажем, снято в городе Мирном. В нем участница медиапроекта «Родные языки Якутии» прогулялась в минус 40 по центральным улицам города, напевая популярную песню «Матушка Земля» в русском национальном костюме. Ее наряд, украшенный узорами и вышивкой, рассказывает целую историю о русской культуре, традициях и наследии. Обратите внимание, как прохожие останавливаются, чтобы полюбоваться этой красотой.
красотой. Дети улыбаются, взрослые задумываются, а городской шум на мгновение стихает, уступая место восхищению. Это напоминает нам о том, как важно хранить свои корни. Давайте ценить и сохранить наше культурное наследие, чтобы оно продолжало вдохновлять будущие поколения. Ну, я по такому наряде тоже прогулялась с удовольствием, жалко петь не умею. Ну, действительно, вот такие вот акции, они всегда украшают, да, наш быт. То есть идешь погруженный в свои какие-то бытовые мысли. Ну и тут вот такая вот замечательная акция. Но самое главное, что костюм, смотри, как подобран. То есть он подобран по сезону, да, в нем можно реально сейчас ходить, я думаю, вполне в мирном, да, и как бы очень хорошо сочетается с современной действительностью. То есть, конечно, понятно, что он классический, с узорами, но очень удобно, комфортно и красиво. Я думаю, что вот такой колорит стоит внести в свой гардероб. Да, ну и в целом самое главное, что позитивное настроение было подарено жителям города Мирного. Да, и всем, кто сейчас видит этот сюжет. Но на этой неделе завершилось празднование самого яркого, шумного и красивого события – китайского Нового года. Этот праздник принято отмечать 15 дней, поэтому торжество продлилось с 29 января по 12 февраля. Самый важный и продолжительный праздник Поднебесной отметили и в Москве. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Входные ворота Пайлоу. Иероглифы и фонарики на благополучие. Вкусная еда, музыка и сцена, где проходят костюмированные шоу. Чем длиннее хвост дракона, тем удачливее будет год. Китайский мини-город расположился на Манежной площади у стен Кремля, чтобы жители и гости столицы смогли познакомиться с культурой Китая, узнать о традициях Поднебесной. Ну, очень интересно и красиво. Я вот привела подругу сюда, чтобы она посмотрела. Я была здесь днем. А еще это возможность увидеть традиционный ритуал на красном полотне и загадать желание. Без этого не обходится ни один Новый год. Я с любовью и благодарностью доверяю свою мечту этому красному полотну. В сердце столицы, да по китайским канонам, такие мечты обязательно сбудутся, уверены гости. Особенно, когда на сцене Даафу – глиняная кукла, что означает «большое счастье». В Поднебесной это образ святого. Даафу! И помашем своей мечте, своим целям. It's very good. Дружбу, конечно, между нами и китайским народом. И вообще хотелось бы, чтобы все народы дружили, отмечали все праздники вместе. И спектаклей здесь много, еще здесь есть музыка, интерактивы, экскурсии и много всего другого интересного. Кульминация программы «Северное сияние». Согласно китайской примете, увидеть его к счастью. Световое шоу проходило каждый вечер. Сам праздник в Москве состоялся в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Между тем, в самом Китае, в провинции Ганчжоу, открылся фестиваль фонарей. Давайте посмотрим на это великолепное визуальное пиршество. И мы. Вниманию посетителей представили 218 световых инсталляций на площади 580 квадратных километров. Туристы и местные жители любуются тысячами декоративных фонариков, озаряющих дворец Няньша-Тянху и примыкающих к морю парк. Также взору посетителей предстают ослепительные арки причудливых форм и внушительные фигуры мифологических существ. Это действительно лучший фестиваль фонарей, который я когда-либо видел в своей жизни. Он уникален своим масштабом и эффектами. Он отражает много элементов китайской культуры, в том числе традиционные занятия. Например, громкие звуки гонга и барабанов, как мне кажется, хорошо передают атмосферу праздника весны, лунного Нового года. Некоторые поспешили в Гуанчжоу, когда узнали о представленной здесь 18-метровой световой инсталляции в виде богини цветов, изготовленной мастерами округа Цигун.
Я приехала, чтобы посмотреть именно на нее и на фигуру короля обезьян. В реальности эти объекты выглядят точь-в-точь, как на видео, но увидеть их вживую все равно было очень впечатляюще. Фестиваль фонарей продлится в Гуанчжоу до 30 марта. Развлекательная программа включает костюмированные парады, световые шоу и кукольные спектакли, а также оперные выступления и танцевальные номера. Лунный Новый год широко отмечается в Китае, в Гонконге, Южной Корее, Вьетнаме и других азиатских странах. Потрясающе красиво, очень ярко. Вообще в Китае люди, мне кажется, знают толк во многом, в долголетии, в лечении, в практиках, да, достаточно таких философских, да, ну а книги вообще удивительные некоторые. И, кстати, Китай является лидером по потреблению такого продукта, как мед. Ну, конечно, китайцы знают толк в натуральных продуктах, особенно наших российских. Ну, а, кстати, к чему ты это про мед? Да к тому, что в преддверии весны и авитаминоза нашим зрителям не помешает укрепить здоровье натуральными витаминами. И сегодня мы предлагаем сделать такую витаминную заготовку, которую можно употреблять как раз по утрам. В конце зимы и весной многие чувствуют необычную усталость и подавленность. Зачастую к этому добавляются ухудшение состояния здоровья и настроения. Все это симптомы весеннего авитаминоза. Поэтому весной особенно важно укреплять иммунитет. Сегодня мы с вами сделаем витаминную заготовку, которая поможет вам защититься от разных вирусов и бактерий, а также повысить иммунитет. Для этого нам понадобится всего 3 ингредиента – имбирь, лимон и мед. Лимон и имбирь необходимо тщательно вымыть, затем удалить кожицу с корня имбиря и нарезать колечками. Теперь займемся лимоном. Лимон чистить не нужно. Срезаем только плодоножку и нарезаем на небольшие кусочки. Все это смешиваем и добавляем мед. Далее все это необходимо измельчить в блендере. Вот такая однородная кашица у нас получается. Хранить заготовку нужно в холодильнике, в чистых и сухих банках или в контейнере. Такую витаминную смесь можно добавлять в теплый чай, в воду или употреблять в чистом виде по 1 ложке в день. Не позволяйте авитаминозу управлять вашей жизнью. Укрепляйте иммунитет и будьте здоровы. Ну, я, кстати, даже через экран почувствовал, насколько там витаминов много. Сразу захотелось попробовать такой чай. Ну, а мы витаминами подкрепились, заряжаемся дальше хорошим настроением и познавательной информацией. Знаете ли вы еще об одной дате, которая сегодня также отмечается? Это день рождения кинокамеры. А теперь история, которая доказывает, что возраст не имеет значения, когда есть талант, упорство и желание творить. В следующем сюжете мы расскажем о юных киношниках из школы номер 5 города Якутска, которые самостоятельно сняли настоящий фильм. Представьте, они сами придумали сценарий, сами снимали, сами монтировали. Режиссером фильма «Цена желаний» стали 11-классница Яна Бурнашова и Александра Дичковская. Их работа – это не только пример творческого подхода, но и вдохновение для всех, кто мечтает воплотить свои идеи в жизнь. Давайте узнаем об остальном. В небольшом кабинете, где каждый уголок пропитан вдохновением, юные мечтатели каждый день творят искусство. Снимают подкасты, интервью с артистами и даже рубрики к передаче «Утро Якутии». А на этот раз и вовсе решили бросить вызов взрослому миру кино. Я объявил ребятам, что мы будем снимать кино. Все будет по-настоящему. Камеры, свет, звук. Все будет полностью по канонам. Обговаривались все детали, как будут проходить съемки, какие локации будут, что нам для этого нужно. Прошел такой мини-кастинг на основных героев. Распределили роли среди детей, кто чем будет заниматься. История создания фильма началась с простого вопроса. А почему бы нам не снять свое кино? И так начался долгий трудоемкий процесс. Школьный коридор превратился в съемочную площадку. Уроки литературы в мозговые штурмы над сценарием, а обычный школьный кабинет в настоящую киностудию. Съемки проходили у нас всего 5 дней, и поэтому мы работали круглыми сутками с 9 до 9. И даже могли почти не есть, потому что мы все хотели быстрее снять кадры, чтобы у нас вышли хорошие сцены. Мы очень долго думали, какой кадр поставить. И в целом была такая кропотливая работа, что, надеемся, что зрители увидят
как мы постарались над фильмом. Над созданием фильма работала целая команда. Дети сами придумали и написали сценарий, создали календарно-постановочный план съемок. Опергруппа рисовала раскадровки и делала экспликации, а художники придумывали локации и реквизит. Даже монтажерский стол не остался без внимания. Юные монтажеры склеивали кадры с таким энтузиазмом, что позавидовали бы даже профессионалы. На съемках нам нужно найти, нам нужно посмотреть локацию, посмотреть, где находятся персонажи, мизансцену, что они будут делать. И уже получается, исходя из этого, ставить красивый кадр. Получается делать несколько кадров, чтобы они монтажно хорошо сходились. Также стараться учитывать все режиссерские задумки. Все было по-настоящему. Не обошлось и без гримера. Над каждым образом работал мастер перевоплощения. Все 5 дней у девочек, получается, же был разный. Все время макияж на каждый день, разные прически были. И я там постоянно, когда заканчивался один сценарный день, я их обратно им все это переделывала, и прически, и макияж, и они обратно шли сниматься. А сердцем команды был администратор. Ведь именно он отвечал за то, чтобы каждый, кто принимает участие в съемках, не забывал о приемах пищи. У нас был свой уголок, получается, где я кормила людей. Но это было очень весело. Постоянно заходили люди. Получается, когда был обед, все кушали, но некоторых ребят я не видела. Вообще, они, получается, вообще не выходили со съемочной площадки. Это не то, что было грустно, мне было как-то обидно за них. Они работали вообще без остановки. Фильм «Цена желания», над которым работали ребята, это не просто история на экране. Это история о дружбе, о мечтах и о том, что возраст не преграда для творчества. Так что, возможно, совсем скоро мы увидим имена ребят в титрах на больших экранах. Ну а пока они просто дети, которые верят в магию кино и делают ее своими руками. Илана Захарова, Ниргун Старостин, Якутск. Действительно, молодцы. Какие талантливые дети у нас растут. А вот ребята постарше, те, кто учится в среднеспециальных учебных заведениях республики, тоже инициативные и активные. Они собрались в Якутске на республиканский форум лидеров студенческих инициатив под названием «100 способов развития». Такой форум проводится в 3-й раз и собрал представителей средних профессиональных учебных заведений со всей республики. И в гостях у нас в студии сегодня Светлана Иванова, заведующая лабораторией молодежных инициатив Института развития профессионального образования Республики Саха-Якутия, и Булана Семенова, руководитель молодежного медиацентра Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Доброе утро. Доброе утро. Насколько сегодня активна современная молодежь? Вы работаете именно с молодыми людьми в среднем профессиональном образовании и видите, насколько они изменились, насколько они заряжены, чтобы что-то создавать, в чем-то участвовать? Да, нынешняя молодежь, скажем, очень активная, идет рост тенденции, судя по сверкам нашим. Каждый год увеличивается количество участников на мероприятиях, на конкурсах, проводимых Институтом развития профессионального образования и вообще по социальной активности молодежи, скажем, их больше интересует экология, насущные проблемы. А что касается самого форума, какие главные цели и задачи? Да, форум наш посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И, соответственно, главная цель – это создать площадку для интеграции молодых будущих наших специалистов. Это создание условий для поддержки социальной активности и дальнейшего развития студенческих инициатив. Чем будет отличаться нынешний форум, какие события на нем запланированы? То есть понятно, что это 80-летие победы, то есть какая-то своя специфика будет. Вообще форум проходит по 5 трекам. Первый трек – это «Время патриотов», патриотический трек, где уже отслужившие студенты среднего профессионального образования будут давать мастер-классы ученикам школ города Якутска. Второй трек у нас «Совет лидеров». Там соберутся лидеры студенческих советов и организуют в конце данного трека, данного мероприятия продукт, скажем, сборник сценариев и программ, положений для того, чтобы проводить в будущем
мероприятия у себя в колледжах и техникумах. Третий трек у нас «Я доброволец СПО». Студенты пойдут как... По разным площадям нашего города. По памятникам, посвященных героям Великой Отечественной войны, на очистку от снега. И четвертый трек у нас СПО Медиа. Там студенты создадут видеорепортаж «Военных дней не смолкнет слава». В прошлом году, до прошлого года, данный трек назывался «Бастын IT». То есть студенты писали проекты на тему IT. И пятый трек — это «Споем вместе». Студенты создадут видеоклип, который будет до 9 мая крутиться по колледжам и техникумам. «Значит, нам нужна одна победа». Вот песня же такая была. Вместо этого трека до прошлого года был трек «Бизнес-колледж». Вот, адаптировали под 80-летие Победы. Ну, все вот связано с медиа. Вы, как руководитель медиацентра, наверняка уже включились в эту работу подготовки. А вот насколько сейчас это востребовано, вообще медийность, да? То есть мы повсеместно видим, что это блогинг, это какие-то проекты. Во всех проектах, которые связаны с продвижением каких-то инициатив, обязательно присутствует, ну, скажем, социальная реклама, да? Вот как молодежь на это реагирует, насколько она заинтересована и сколько у вас желающих это развивать? Ну, относительно нашего колледжа, да, наш медиацентр был организован относительно недавно, совсем недавно. Мы сейчас активно ведем свою деятельность над развитием каких-то уже имеющихся базовых навыков, активно работаем над речью, дикцией и так далее. Мы уже, ну, как бы перенимаем опыт, ну, у более опытных медиацентров колледжа. Это у нас Покровский колледж, Айтын, да. Ну и в этом году мы приехали с большим энтузиазмом на наш форум. Очень надеемся, что у нас будет очень хороший готовый продукт. Ну и относительно медиатрека, да, в первом году, в первом форуме у нас был медиатрек, и по его итогу у нас организовалась единая медиаплатформа для студентов среднепрофессиональных образовательных организаций. То есть в этом медиасообществе наши студенты из разных образовательных организаций имеют возможность скооперироваться, реализовать какие-то свои идеи и проекты относительно медиасферы, да, и очень надеемся, что в будущем вот он станет еще одним брендом. Ну, это здорово, да, очень интересно. Да, форум проводится уже в третий раз. Вот если подводить итоги некоторые, да, вот есть какие-то интересные примеры проектов, которые вот реализуются, например, на данный момент? Да, все проекты очень интересные, из года в год улучшаются. И хотелось бы вспомнить об одном проекте. В прошлом году это было на треке втором, да, в Совете лидеров. Студенты написали проект о том, что хотят сетевое взаимодействие такое сделать, да, в виде геймификации. В виде игры они хотят как бы, ну, соревноваться, в то же время развивать своих студентов. То есть, например, у них мы готовим проект, запустим его в сентябре следующего учебного года, и будет единая таблица онлайн, например, и студенты проводят мероприятия, и в этой онлайн-таблице у них будет прибавляться баллы. Таким образом, какая-то геймификация должна пойти. А в целом, вот, допустим, ну, очень много проектов участвует, да? Есть ли какая-то конкуренция среди участников форума? Конкуренции как таковой между ними нет. Основной нашей целью является это консолидация студентов образовательных организаций. Именно поэтому каждый год на форуме образуются сборные команды из разных колледжей, и по итогу которого вот у них образуется сетевое взаимодействие между ними. То есть это некое еще такое объединение не только внутри учебного заведения, а то есть в республике в целом. А хватает ли механизмов и ресурсов для претворения ваших идей потом в действительность? Ну, то есть вот, чтобы что-то запланировали, разработали, и потом уже это реализовывалось? Да, в основном реализовывают они в своих колледжах, своими силами. Но у нас есть инструмент в Институте развития профобразования, конкурс «Бизнес-колледж». Он проводится с ноября по декабрь. Мы их обучаем, команду берем, обучаем, потом они уже со своими знаниями и навыками создают у себя в колледжах как бы данный проект, да, свой проект. И, например, у нас Якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева 3 года подряд выиграли данный конкурс. У них сейчас действует студенческая парикмахерская, студенческая
кафе и кейтеринг-служба. На этом они зарабатывают. Да. Ну, это здорово, когда проект еще реализуется. Да. А в целом, допустим, для участия, да, в форуме проходит какой-то отбор среди студентов? Или же любой может принять участие? Ну, первый этап — это направление, конечно, положения, да, основного документа, и потом уже руководители сами отбирают своих участников. Это студенты-активисты. Согласно трекам, которые заявлены в этом году. Допустим. Ну, то есть, получается, просто проходит внутренний отбор на месте, да, и к вам уже отправляют лучших из лучших. Да. Что бы вы порекомендовали студентам, которые еще пока не так активны, но в поиске себя находятся? Ну, молодость дается один раз, поэтому каждый человек регулирует яркость своей студенческой жизни сам, поэтому нужно быть активными, креативными и что еще скажем? Не сдаваться, идти только вперед. Спасибо вам большое за ваш очень интересно. Да, интересная тема. И, конечно, желаем, чтобы форум прошел. И чтобы он имел многолетнюю, успешную историю и много реализованных проектов. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас с огромным удовольствием передаем нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Передовое медицинское оборудование поступило в отделение вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. В наличии у медиков теперь ламинарно-потоковое оборудование, обеспечивающее стерильные условия для работы с биологическими материалами, мультигазовый инкубатор, создающий оптимальную среду для развития эмбрионов, лазер для повышения вероятности успешной имплантации и проведения биопсии трофоэктодермы. Кроме этого, поступили и стереомикроскопы, и микроманипуляторы, которые позволяют проводить точные манипуляции с клетками и забор материала для генетических исследований. Разработчики из Якутии создали уникальное приложение «100 лет». У программы «Широкий функционал» пользователь может проконсультироваться с лечащим врачом в режиме онлайн, контролировать прием лекарств в электронной таблетнице, посмотреть результаты анализов. В приложение «100 лет» внедрен искусственный интеллект, проверяющий совместимость лекарств и предупреждающий угрозу заболеваний. Программу находят удобной и пациенты, и врачи. Врач имеет возможность постоянно быть на связи со своими пациентами в приложении, видеоконсультации, в чатах. И независимо, пациент в Якутске или за пределами города. Во-вторых, в приложении пациент может выложить свои результаты обследования. Анализы, протоколы УЗИ до проведения видеоконсультации. Это очень удобно для врача, потому что врач имеет возможность подготовиться к видеоконсультации, ознакомившись с этими результатами. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Вместе с законопроектом депутаты обсудили постановление, в котором определили основные направления доработки его положений ко второму чтению. Согласно проекту, размещаемое в общедоступных местах или доводимое до сведения неограниченного круга потребителей, то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей информационных табличек, знаков и иных технических приспособлений, а также предназначенная для публичного ознакомления потребителей информация, должна быть на государственном языке, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В день рождения лингвиста Семена Новгородова во второй раз провели чемпионат по скорочтению на якутском языке. Приняли участие в соревновании любые желающие. Достаточно было прийти в смарт-библиотеку и прочитать как можно больше слов за 1 минуту. Участники проверили свои способности, прочитав рассказы писателя Николая Неустроева. Именно его имя носит библиотека. Участники подходят по очереди. Остаемся я со своим читателем, и за минуту они должны прочитать рассказ. И за минуту, сколько вышло, мы сделаем уже в результате, посмотрим, кто сколько прочитал. Еще то, что у нас разные читатели приходят. Да? Для детей мы выбрали рассказ «Семенчик». И для более взрослого, для молодежи, для взрослых читателей и для молодежи выбрали рассказ «Ирен».
В Усть-Илданском районе турнир по шашкам памяти многократного чемпиона республики Ивана Васильева собрал более 40 участников. Иван Семенович является одним из первых инициаторов по развитию всех видов шашек в районе. Он долгое время работал в Мирюнской 8-летней школе и прививал любовь к шашкам своим ученикам. В турнире также принимают участие и ученики Ивана Васильева, которые стали опытными тренерами, а данным видом спорта массово занимается подрастающее поколение. Иван Семенович посвятил всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. И мы его не забываем. В этом учебном году провели в честь него 2 турнира по шашкам. В начале учебного года мы провели турнир для учащихся Усть-Илданского улуса, в котором принимали участие 164 учащихся. И сейчас мы проводим турнир для взрослых. Ученые сообщают о 10-кратном росте популяции стерхов в Якутии с конца 80-х годов. В ходе осенней миграции орнитологи насчитали около 7 тысяч особей в дельте реки Индигирки. Эти данные подтвердили и китайские коллеги, наблюдающие за стерхами на озере Поянг, куда птицы прилетают зимовать. В конце 80-х годов, к слову, популяция стерхов в Якутии насчитывала не более 800 особей, находясь на грани исчезновения. Эти краснокнижные птицы гнездятся и выводят потомство преимущественно в Якутии, ну а зимуют в Китае. Успех в восстановлении популяции стерхов стал возможен благодаря международному сотрудничеству. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Это были последние новости на этот час. А всем еще раз доброго утра и тем, кто занимается домашними хлопотами, и тем, кто собирается на работу. Кстати, для всех без исключения, особенно для последних, каждое утро встает вопрос, что сегодня надеть. Ну и это, кстати, не только женской половины касается. И чтобы выглядеть по-новому, быть стильным и на волне современных веяний моды, ну что, в этом вам вопросе поможет советы от нашего модного стилиста Дарьи Габышевой. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это рубрика «Рекомендации от стилиста». Вы уже заметили, что очень сильно потеплело. Я думаю, у каждого закралась мысль в голове, а что дальше? Что же мне носить? Как же мне классно выглядеть? Как стилист, конечно, я рекомендую продолжать носить меховые изделия, потому что они невероятно актуальны. Ну а как же найти оптимальное решение меховых изделий и при этом сэкономить? Сегодня об этом мы как раз с вами поговорим, потому что есть отличное решение. Это эко-шубы, которые имитируют наш с вами любимый мех, но при этом выглядят также красиво, дорого и стильно. Первую шубу, которую я хочу вам продемонстрировать, под мех писец. Это эко-мех. Обратите внимание на объемный воротник, но и также на оттенок. Это один из самых трендовых оттенков 2025 года. Здесь у нас с вами светлый, белый в комбинации с мока-оттенком, который сейчас по версии Pantone является одним из самых трендовых. Поэтому вещи в таком цвете также будут очень популярны. И посмотрите на длину. Это идеальная длина для невысоких девушек. Во-первых, для того, чтобы не срезать рост. Во-вторых, для того, чтобы было удобно и комфортно перемещаться. В такой шубе вам точно будет тепло. Ну вот я думаю, что есть приверженцы шуб, да, и есть приверженцы пуховиков. Я, наверное, ближе к пуховикам, потому что это легко, практично и тепло. А ты ну, я с тобой не согласна насчет легко и тепло, потому что в шубе, конечно, абсолютно теплее. Насчет легко, некоторые пуховики, это, конечно, тебе повезло, видимо, с какими-то фирмами, бывают достаточно тяжелые, поэтому это спорно, но я вообще приверженец шуб. То есть у меня каждый раз большая проблема выезда вот в зимние сезоны, весенние сезоны куда-то на природу, потому что у меня всего 2 пуховика, и они требуют уже обновления, наверное, какой-то апгрейда с точки зрения современных технологий, но они тоже, знаешь, выбраны с такой сиделкой под каракуль. То есть в пуховике у тебя все равно есть нотки шубы. Да, у меня есть нотки шубы, и при этом, когда я езжу на природу, то есть такие розовые кроссовки, там желтый костюм, какой-нибудь бешеный шарф и какой-то пуховик, знаешь, с запахом, таким, с воротником. То есть человек приехал на природу, ну сразу видно такой, прям турист. Поэтому ничего сказать не могу, но к эко-шубам отношусь положительно. Я, к сожалению, ношу натуральные, я очень сильно мерзну, не могу перейти
ну, я очень стараюсь, я купила себе шубу, вот, и она такого, знаешь, ярко-голубого цвета. Вот я вот жду не дождусь весны, чтобы моя шуба соответствовала цвету неба. Но мы узнали, что Вероника у нас приверженец ярких цветов. Ну и мы продолжим тему моды и стиля. Центр развития творчества детей и юношества города Нерюнгри стал настоящим местом притяжения для увлеченных и творческих детей и подростков, которые с удовольствием посещают всевозможные кружки и студии. Среди них детский театр моды «Подиум», отпраздновавший свое 15-летие. На юбилее мероприятия побывали наши коллеги, и сейчас мы это увидим, как оно прошло. При полном аншлаге прошло яркое и красочное мероприятие, посвященное 15-летнему юбилею уникального детского объединения театра моды «Подиум», воспитавшего уже не один десяток талантливых профессионалов мира моды. Центр развития творчества стал таким двигателем в данной области, и мы соединяем, расширяем географию, соединяем большинство участников, кто продвигается в данной области, в области моды и дизайна. То есть начиная с самых маленьких моделей, начиная с 3 лет и заканчивая профессиональными дизайнерами одежды, которые двигаются в данном направлении, которые действительно показывают свои работы на больших подиумах, которые выставляют свои работы и конкурируют между уже профессионалами. И наши дети являются тоже вот в их числе. И это радует. Несмотря на сравнительно небольшой возраст, театр моды «Подиум» неоднократно становился лауреатом и победителем всевозможных республиканских, всероссийских и международных конкурсов в области моды и дизайна. Честно, я сегодня признался, что впервые вот на таком представлении это по-настоящему театр. И сегодня мы увидели по-настоящему спектакль, наполненный такой атмосферой, красотой, каким-то необыкновенным состоянием всего зала. Театр «Подиум» – это супер, это круто, и сегодня я в этом убедился. Теперь я поклонник этого детского театра и не пропущу ни одного их выступления. Среди зрителей были и те, кто постоянно следит за творчеством театра моды и поддерживает коллектив, и те, кто впервые открыл для себя этот мир ярких красок, эстетики и нестандартных подходов к, казалось бы, таким повседневным вещам, как одежда. Обалденно. Я первый раз вообще на таком мероприятии. У меня дочка там выступала. Я как-то не обращал на это внимания, думал, ходит чем-то занимается. Оказалось обалденно. Мне очень понравилось. Буду еще посещать такие мероприятия. Очень понравилась фэшн-индустрия. Искренне поздравляю. Это, «Подиум» большие молодцы. Большие молодцы. Хотим пожелать дальнейшего процветания, чтобы были успехи в творчестве, новые победы, чтобы все было хорошо. Дочка у меня занимается уже 4-й год, и мы очень довольны ее успехами. Все благодаря нашему руководителю. С днем рождения, «Подиум». В планах у театра моды «Подиум» дальнейшее развитие и вовлечение детей в мир моды и дизайна, а также участие во всевозможных конкурсах. Ближайший – это международный конкурс индустрии красоты в мае в Китае. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну и в завершении сегодняшнего дня мы вновь возвращаемся к теме родного языка и письменности. Предлагаем вам послушать стихи на якутском исполнении учеников Покровской средней школы Хангаласского Лусы и насладиться мелодичностью и напевностью языка. Стихи принадлежат народному поэту Якутии Ивану Гоголеву Кындыл, и они посвящены любви к родному языку. Ну, а мы на этой ноте прощаемся. До завтра. Бодрого, отличного утра и хорошего дня. Начинайте день вместе с нами. Ияңсылас үйден кытта, бұтылы ұймақта бұтың. Ән білбітен бұтылтан саха болын айылы бүккін. Бағар түхін бере дағар, иям бағар харгутуға. Тәрәбіттіл ән олыққыр мәлжі арбіз болуға. Өсті құн оқтаптағына бағар баға ауыға. Уаттылғынан қарайдақына үрітті әрі соға. Бағар умның ыраттақына, түрәбіт сайылыққын, түрәбіт тұлғын умыннаққына ән, кей бол бұдаққын. Түрәбіппер алуат бөріл, тегілетчі ұбай бұда. Асты бұд аста қабып, батығырал алға бұда. Аптақ сақап тұлдал. Ем коба сорханынан жибар кеһә сулу-сулу, кынаттақ аттуынан ылыр әді, аргуй-аргуй, намын сахам тылынан. Ағырдан тұппатағым, он сәтті бір ол аты, бір чоқ қара-қарақтағы,
Мен жолынден аттауытым, оттақ сахам тылынан. Көңіл кырай көреге ыллық ден ұлбыта. Қомыз күрдік жүрігейен мен сүрәрін қардар бұта. Уран сахам тылынан. Истин тойық оңырын, мақтал тылын әппетім. Сахан үргін доғаттары, үтен ұчы дүнігар, мен сылас сахам тылынан. Бар жаннаром, қағанама үйерар көтер күнге арыт. Мен саяғас, мен семей, апын ақтын ахарың, таптыр хақам тылынан. Аптақ сахам тылынан. Намын сахам тылынан. Оттақ сахам тылынан. Уран сахам тылынан. Сылас сахам тылынан. Таптыр хақам тылынан.